Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Наука – это не только лаборатория и формулы. Это экспедиции в мерзлоту, наблюдение за космическими лучами и мечты о новых технологиях. А у нас в Якутии, где зима длится по полгода, наука становится особым подвигом. Это поиск тепла и света в ледяном мире. Можно ли изучать космос там, где температура опускается ниже 50 градусов? И почему Якутия не периферия, а передний край российской науки? Ответы на эти вопросы найдем с моими сегодняшними гостями в День российской науки. Разрушаем стереотипы и говорим о будущем, которое рождается здесь и сейчас. У меня в гостях руководитель Якутского центра Академии наук Михаил Лебедев и заместитель директора Института космофизики Алексей Моисеев. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, поздравляю с наступающим праздником, да, с Днем российской науки. Что это для вас? Прежде всего, традиции или разговор о будущем? Ну, дорогие зрители, дорогие слушатели, мы собрались в особенное время. Мы отмечаем уже 302 год со дня образования Российской академии наук. И с первого дня Российская академия наук, конечно, обратила свои взоры как экспериментальная площадка, как площадка для исследований вот нашу арктические северные территории. И надо сказать, что вообще вот с первых дней работы вот арктической научной экспедиции город Якутск и наша республика стала форпостом для дальнейших исследований. И, конечно, это исторически так, с одной стороны, сложилось, но сегодня мы этим традициям верны и хотим, безусловно, вот, изучать все фундаментальные основы. Но сегодня, конечно, очень много вызовов, и поэтому наша задача не только вот, найти те физические природные основы закона, но и чтобы решения научных исследований были направлены на развитие экономики, на развитие здоровья и сбережения, в целом на безопасность страны. А в целом, отвечая на ваш вопрос, я, наверное, вот мнение ученых, скажу, что это увлекательная, сложная работа, которая предусматривает нахождение нового исследования научных новизн. Это вот главное, мы творческие работники. Понятно. Да. Тут у нас с вами что-то общее, да? Мы тоже Да, творческие работники. безусловно. Алексей Владимирович, а для вас российская наука, День российской науки? Вы же именно по науке заместитель? Да, конечно. Вот. Но что для меня это? Ну, в первую очередь, возможность заглянуть в ближайшее будущее, поскольку мы сейчас живем в десятилетии науки и технологий, ну, что означает то, что большой ряд мероприятий направлен на усиление роли науки в жизни общества и страны. Кроме того, с прошлого года стартовал проект «Космос», национальный проект «Космос», значит, масштабы которого сравнимы, наверное, с лучшими временами космической отрасли в России. То есть, если коротко сказать, в ближайшие 10 лет скучно не будет. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостям программы можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправить свой вопрос текстом в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Михаил Петрович, один из важных итогов в нашей науке в 2025 году – это избрание вас академиком Российской академии наук. Вы, получается, у нас второй академик после Ларионова из народа Саха. Причем вы оба выпускники Маинской средней школы. Это что-то означает? Я думаю, это означает многое. Да, действительно, вот в прошлом году
общим собранием Российской академии наук я избран академиком Российской академии наук по отделению химии и наук о материалах. Это одна из ведущих отделений Российской академии наук. Владимир Петрович также был избран академиком по этому отделению. И так фактически случилось, что мы выпускники Маинской средней школы, это в Мегино-Кангаласском Улусе. Мы окончили одну и ту же школу. А учителя у вас были одни? А? Учителя были? Учителя, да, были, хотя разница 20 лет по времени но бывает, окончания. что Да, но вот некоторые учителя, которые учили Володю Ларионова, они помнили его, но в наше время они, конечно, были уже пожилыми, но достаточно активными, достаточно трудоспособными. И вот некоторые, ну, например, Нина Яковлевна Алексеева, Николай Терентьевич Алексеев, они непосредственно учили Владимира Петровича. И я вот как-то спрашивал у Нины Яковлевны, как вот с разницей у вас возрастов, вы примерно вот его поколения, но вы такие же активные. И Нина Яковлевна и Николай Терентьевич сказали, что они буквально после школы, после университета пришли в школу и, как бы в одном поколении оказались. Если сказать про Маинскую школу, это, я думаю... Просто считается, что интерес к науке, он должен быть заложен еще со школы. Да, безусловно, потому что тогда нашими учителями были, конечно, выпускники Якутского госуниверситета, но были выпускники из Московского университета, Санкт-Петербургского, из многих ведущих университетов, институтов нашей страны. И вот большой вклад, конечно, наших учителей, предметников, больших методистов, это, видимо, оказало очень огромную роль. И надо сказать, что, в принципе, эта история продолжается. Мы вот в сентябре 2025 года посетили как раз вот нашу Маинскую школу, но, правда, это уже школа новая, это каменная, трехэтажная, а мы-то оканчивали двухэтажную деревянную школу. Но, тем не менее, вот как ребята выступали перед руководителями Сибирского отделения Российской академии наук, академиками Российской академии наук, они вот эту историю подтверждают, они тоже интересуются наукой, проводят исследовательскую работу. Алексей Владимирович, а вы как в науку пришли? Почему космофизика? Так вот сложилось просто? Тоже со школьной скамьи был интерес или нет? Вы знаете, наверное, не последнюю роль сыграло то, что у меня отец проработал в этом институте. То есть у вас династия просто? Да. А какие вот интересные якутские исследования могут повлиять на космическую отрасль? Есть у нас какие-то уникальные данные, собранные именно в Якутии? Вообще говоря, как могут повлиять, да? Во-первых, это валидация спутниковых измерений, результатов спутниковых измерений по наземным данным, то есть возможность сравнить их, насколько они истинные. И во-вторых, спутник измеряет в ограниченной области пространства. И поэтому сопоставление с наземными данными, то есть спутниковые и наземные наблюдения друг друга дополняют. А насколько, уникальны данные наблюдения, в нашем институте, осуществляется исследование различных процессов на основе дистанционного зондирования Земли со спутника. Например, была определена связь между антициклонической деятельностью и быстрым увеличением площади пожаров. За 20 лет, по-моему.
Вот. И вот, собственно, ну, наверное, тут стоит сказать то, что в прошлом году у нас первый человек защитился именно вот защитился в области дистанционного зондирования Земли. Вот. И, собственно, на подходе уже другие работы. Но, кроме того, что могу вот, на своем собственном примере сказать. Я изучаю геомагнитное поле, ну, то есть магнитное поле Земли. Вот, а именно волновые явления в магнитном поле. Значит, ну, Это вот магнитные бури, да? как мы обыватели. Да, вот правда, вот тут вот, ну, более частное явление, это волновые явления. Вот считается то, что эти волновые явления ответственны за транспорт энергии от солнечного ветра в магнитосферу Земли, ну, то есть в одну из плазменных геосфер. Вот. Значит, эти волновые явления, да, называются геомагнитными пульсациями. Вот. Значит, и наиболее длиннопериодные и обладающие большой амплитудой — это пульсации диапазона ПЦ5, то есть с периодами от 150 до 600 секунд. Значит, эти пульсации обладают большими пространственными размерами, ну, то есть ихняя длина волны порядка, значит, ну, нескольких радиусов Земли. Ну, представляете, да? Казалось бы, какие тут региональные эффекты можно увидеть в этих пульсациях. Так вот, мы проанализировали, значит, наблюдения магнитометров, значит, за 10 лет, то есть за цикл солнечной активности, на 3 станциях в Якутии: Якутск, Жиганск и Текси. И оказалось то, что суточный ход пульсаций, ну, суточный ход именно типичный для вот этих ПЦ5 пульсаций. Суточный ход означает распределение их относительно вот местного времени. Значит, типичный суточный ход наблюдается только в Якутске, а в Жиганске и в Тиксе он отличается. То есть в Якутске наблюдается двугорбое распределение, ну, на самом деле два максимума наблюдается, один до полудня, другой после полудня. А в Жиганске и в Тиксе максимум наблюдается после полудня и на ночной стороне. А что это означает? Вот, подождите, сейчас такая короткая интерпретация. Выяснилось то, что это объясняется эффектом полной тени. Значит, этот эффект полной тени, значит, ну, происходит он в зимнее время, ну, то есть это, грубо говоря, половина всех наблюдений за 10 лет. Тикси и Жиганск оказываются в области полной тени. А происходит это из-за чего? Из-за несовпадения географического и геомагнитного полюсов Земли. Ну, вот тут такие вещи. Вот это материалы моего доклада, которые я представлю на следующей неделе на вот ведущей конференции в нашей области. Вот. Ну, собственно. А действительно вот эти геомагнитные излучения влияют на здоровье человека, или это... Это спорный вопрос. Там, ну, как я сказал, пульсации классифицируются по диапазону. Наверное, больше могут влиять те, частота которых совпадает с частотой биения сердца ближе. То есть это пульсации диапазона ПЦ1, наверное. Ну и как оно влияет и на кого именно, это вопрос до сих пор дискуссионный. Да, тоже надо отдельно изучать, да? А как вообще вот привлечь школьников, студентов в фундаментальную науку? У нас хватает вообще ученых сейчас, вот, физиков, геологов, биологов? Вот мы сейчас вспоминаем... Есть ли такая задача вообще, как конечно, пропагандировать науку и привлекать молодежь? Да, мы, конечно, сегодня вспоминаем золотой век развития фундаментальной науки в Советском Союзе, когда на науку выделялись достаточные субсидийные финансы, были определены конкретные бюджетные средства, они доходили непосредственно до научных лабораторий, и всегда вот научный коллектив, он состоял из наших известных профессоров, докторов наук, и очень важным было
вот, нахождении в этих лабораториях и выпускников университетов. Это была такая непрерывная система. да, системная работа. И вот наше в советское время в якутском филиале Сибирского отделения Академии наук Советского Союза очень много было выпускников из московских университетов, Санкт-Петербурга. Хорошо, а сейчас-то как? Вот, сейчас очень сложно. Сейчас мы, конечно, ориентируемся на свой университет, на Северо-Восточный федеральный университет, и начинаем уже следить за студентами уже первых, вторых курсов, чтобы после окончания университета они приходили к нам и продолжили научную деятельность. Государство в целом, безусловно, заботится этим вопросом. Есть специальные программы, которые поддерживают выпускников университетов, которые поступают на работу в научные институты. Но, конечно, средств недостаточно. Вот если аспирант поступает к нам в аспирантуру, выдержав экзамен, то он получает очень мизерную аспирантскую зарплату. И это тоже вопрос, который необходимо на государственном уровне решать. И вот кадровый вопрос очень серьезный, важный. Мы каждый день занимаемся этим вопросом. Но какие-то все равно же постоянно проходят вот олимпиады, стажировки, да, просветительские проекты какие-то. Вот спутник Чулбон, мы ему отдельно целый эфир посвящали, они приходили, тут макет показывали. Вот какие-то проекты такие есть в разработке сейчас? Ну, так, я понимаю, вопрос ко мне, да? Да. Значит, что могу сказать? Значит, конкретно, вот, насколько эффективна Олимпиада или проекты Совета, вернее, ничего сказать не могу. Просто могу назвать проекты, значит, это «Шаг в будущее», да, то есть наши сотрудники нашего института являются экспертами вот на такого рода мероприятиях, ездят в летние экспедиции вот, в село Батагай, Крест Хальджа, это вот, тоже через Малую академию наук организуется. Вот. Что касается спутника Чулбон, да, то вот главный конструктор его, создатель Андрей Петров, вот он позавчера у нас в институте семинарил. Значит, тут есть, конечно, в этом проекте заслуга нашего института. Наши сотрудники в свое время помогали разрабатывать схемотехнику полезной нагрузки этого спутника. И сейчас будут значит, организовывать центр приема спутниковой информации с этого аппарата. Вот как прозвучало на том же семинаре, следующий запуск, планируется следующий запуск спутников в 3 раза больше будет, который размером, то есть там этот спутник размером 1 юнит, и там, соответственно, будет 3 юнита. И, то есть 3 вот этих вот модуля, да, 3 коробочки кубика, вот абсолютно верно. Но гораздо больше будет полезной нагрузки, вот, гораздо больше наблюдений. Так вот, больше датчиков поместится. Да. Вот. И, собственно, вот этот проект, вот в ходе этого проекта выполнялась отработка операции, значит, отработка процедур, связанных с запуском. Вот сейчас будет выполняться, значит, создание наземной инфраструктуры для данных, и это все никуда не денется. Оно будет использовано вот для следующего запуска, надеюсь, в котором мы тоже будем участвовать. И еще Андрей Петров рассказал одну интересную вещь, то, что спутник пережил очень сильную магнитную бурю. В январе этого года его орбита снизилась, в результате его орбита, к сожалению, снизилась. И это как-то повлияет на его время жизни. Но будем надеяться, что намного его срок действия не сократится.
Вот. А то, что вот я назвал, это вот типичное воздействие космической погоды, ну, то есть окружающего космического пространства на объекты вот инфраструктуры. И вот современное направление, которое сейчас изучается, в том числе и в нашем институте. Я хотела бы зрителям сказать, что в Телеграм нужно отправлять вопросы текстом, а не звонить. А звонить нужно по номеру прямого эфира. Это разные номера, и в мессенджер, пожалуйста, текстовые сообщения. А приведите пример какого-нибудь исследования, которое вот из чистой науки превратилось в практическое решение, которое вот используется в промышленности, медицине, экологии где-нибудь. Ну, вообще задача Российской академии наук, она связана с фундаментальными исследованиями. И ну, просто вот пример, который из истории Российской академии наук, наш Нобелевский лауреат Жарес Алферов, можно сказать, там полвека назад начал заниматься изучением свойствами полупроводников, и тогда никто на эти исследования не обращал внимания, что оно найдет какое-то прикладное значение. А сегодня все гаджеты, все телефоны – это вот благодаря исследованиям, которые провел Жарес Иванович. И сегодня ситуация, конечно, другая, и государство тоже относится по государственному. И поэтому наши исследования, конечно, должны иметь ускоренный такой инновационный эффект. И наши разработки, безусловно, тоже направлены на это, но сегодня я вот из истории нашего федерального исследовательского центра могу сказать, что хорошие примеры в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, ну, это сама деятельность этого института, конечно, предусматривает, чтобы исследования были направлены на повышение пищевой безопасности и развитие биотехнологий, они как раз вот связаны научными разработками. И сегодня у нас в копилке, в портфеле есть такие разработки, которые мы должны тиражировать. Это непосредственно продукты, которые, с одной стороны, они очень полезны, но а с другой стороны, они также и влияют на экономические показатели. Если взять направление... Ну, это вот биодобавки, да, различные. Да. Например, после ковида вот Киршенгольц разрабатывал там особую добавку, которая избавляла от последствий и облегчала реабилитацию постковидную. Да, это тоже один из хороших примеров. И такие разработки есть, но вот если мы хотим уже на широкий рынок выйти, то недостаточно того, чтобы эти препараты, они полезны и нужны, но они требуют еще и хорошей упаковки, хорошей рекламы. И на это вот научные задачи и ученые эти задачи... Они не должны решать, ученые, эти задачи. Не занимаются этим вопросом. А почему вот эти разработки действительно так не тиражируются? Потому что у нас просто сырье ограничено для этих добавок? Или что? Или в чем? Это в целом комплексная задача, но опять же вот те... Или нужно создать какой-то центр, который занимался бы там действительно продвижением, брендингом, неймингом? Ну, совершенно верно говорите. Опять же, история вот из Академии наук Советского Союза, когда были вот академические институты, они занимались чисто фундаментальными исследованиями, но были и прикладные институты, которые эти исследования доводили до конкретного производства, до
конкретных заводов, учреждений. А этих институтов сегодня нету, которые занимаются прикладными исследованиями. И эта задача как раз вот переходит на сторону академических институтов, поэтому мы должны, конечно, вот с нашими индустриальными партнерами работу усилить. Но, опять же, это должно быть, конечно, уже на государственном уровне. А вот этот НОЦ-Север, который был создан, Это тоже в основном, конечно, научная задача была поставлена, чтобы научные исследования были, отвечали мировым уровням. И ну, я считаю, что эти системы, я имею в виду вот, научно-образовательные центры, они должны быть пролонгированы все-таки. 3-5 лет недостаточно для того, чтобы была разработана конкретная технология или был получен продукт, который уже мог бы тиражировать на широком рынке. Надо еще немного времени, надо еще конкретные работы с индустриальными партнерами. и вы сказали, что, что проблема с кадрами все равно стоит, а каких ученых сейчас вот больше не хватает, или так нельзя сказать? Просто нужны ученые, которые будут заниматься фундаментальной наукой. Вы знаете, мое мнение, что вот наукой по-настоящему должны все-таки заниматься люди, которые получили фундаментальные базовые знания. Я имею в виду, они должны быть хорошо образованы по физике, математике, химии, биологии, русскому языку. И дальше они уже переходят вот информационным технологиям, биотехнологиям, тем разработкам, которые, ну, скажем, сегодня востребованы, это айтишники, они должны быть все-таки иметь такое фундаментальное образование. Поэтому я считаю, что вот настоящее инженерное образование, фундаментальное университетское образование, оно в любом случае нам востребовано, мы их ждем. Алексей Владимирович, а вот интересно, вы в своих исследованиях используете какие-то технологии новейшие, типа вот искусственный интеллект? Ну, начинаем использовать, пока, ну, жизнь облегчает, так скажем, помогает, но его необходимо пока контролировать. Ну, вот конкретно я так пока начинаю. Вот. С другой стороны, ну, возможности, которые он, как сказать, предоставляет, даже, по-моему, пугают, потому что очень, ну, хорошо нейросети научены, вот, очень много чего знают, и, в принципе, какой-нибудь бред могут там за какое-то там реальное здание выдать. Вот, так что тут надо быть весьма-весьма осторожным. Нет, ну нужно ставить правильно рамку, да? Конечно. Правильно рамку, формулировать запрос. И надо знать, что должно быть на выходе. Вот. Ну и как-то подходить очень строго к нему. Нет, просто обсуждая искусственный интеллект, говорят о том, что, возможно, в ближайшей перспективе они заменят, как это вот у айтишников это называются джуны, да, ну вот начальное звено, да, а в научном случае это может быть лаборантов вот тех самых, у которых, как вы сказали, совсем небольшая зарплата. Вот, то есть в перспективе же может так оказаться, что вместо лаборанта вполне справится искусственный интеллект, нет? Ну, тоже вопрос, как говорится, интересный, но все равно вот научную мысль... Нет, научную мысль не заменит, да, конечно, с этим
до этого пока рано. Конечно. А вот роботизированные системы, например, они обязательно будут востребованы и будут созданы. Но вот то, что Алексей Владимирович вот затронул, там космическую деятельность, и у нас вот тоже научные фундаментальные исследования, они, конечно, связаны вот особенностями нашей территории. И вот он сказал, что это вот как раз очень удобная площадка для изучения космоса, но просто вот изучение космоса это одно, но другое дело, космос, он требует еще и дальнейших исследований. И ну, в виде примера, опять же, вот те полеты на Луну, на Венеру, на Марс, они сперва потребуют использования вот роботизированных систем. Вот этим как раз это и вот наши исследования должны быть на это направлены. Они сперва будут обустраивать там площадку на Луне, на Марсе, и будут готовить площадку для того, чтобы вот человек там уже осваивал. Ну, кстати, мне вот такой наивный вопрос задал гость из Москвы, да? Я говорю, ну вот у нас институты научные есть, там то есть, все есть. Он говорит, ну понятно, мерзлотоведение, понятно, почему у вас институт, да, мамонта, понятно, почему у вас институт, а космофизика почему? Вот я не смогла ответить. Ну, тут, наверное, исторически, значит, сложилось то, что станция космических лучей №1 была организована здесь. И, вообще говоря, наверное, то, что Юрий Георгиевич Шафер сюда распределился, вот, основатель института, вот, который продолжил свою деятельность после войны и, вот, собственно, на ровном месте взял, организовал институт. И тогда все делалось в очень короткие сроки, то есть люди достигали таких результатов, просто, действительно фронтовики. Мы, кстати, 12 апреля же будем отмечать 65 лет Да. с полета Гагарина. Как вы считаете, какие уроки той эпохи сейчас актуальны для современной науки? Вот, знаете, вот 60 лет, да, 65 уже? 65 лет до полета Юрия Алексеевича. И по моим сведениям, в космосе побывали где-то примерно 600, да, космонавтов и астронавтов. Примерно так. Из них, некоторые живыми не вернулись. И это, опять же, там, если какую-то аналогию делать, например, развитием других технологических отраслей, например, с автомобилестроением, за 100 лет там прогресс достиг таких повышений там, трехразового порядка, двухразового порядка. Я имею в виду, если первый автомобиль имел грузоподъемность 1 тонну, то сегодня вот 300 тонн грузоподъемность автомобилей. И вот космическая отрасль тоже вот требует такого развития, динамического развития, чтобы были, вот с цифрами тоже можно было бы их доказать. Так что вот наши исследования еще должны усиливаться и усиливаться. Всего буквально полминуты остается. Последний вопрос, вот очень коротко. Да. Зачем стоит идти в науку? Это увлекательно, это очень интересно, но очень сложно. Это 24 часа надо интеллектуально работать. Ну и еще, конечно, должна быть поддержка родных близко, безусловно, коллег, чтобы это была увлекательная работа. Алексей
Алексей Владимирович? Ну, что тут могу добавить? Скажу то, что возможность получить новые знания, вот, которые, вот, возможно, как Михаил Петрович привел пример с академиком Алферовым, будут востребованы спустя десятилетия. Поменяют весь мир. Да, то есть, ну, может быть, может будут, может еще позже. Тут ситуация неоднозначная, вот, ну и как бы возможность учиться вот, все свое время нахождения у деятельности. Ну и вот, собственно, без молодых людей мы никуда. И вот я думаю, то, что человек вообще многое может, кроме того, повлиять вот на свою среду. Ну и вот, собственно, если молодые люди считают, то, что вот, как это называется, где родились, там пригодились, вот, то пусть к нам приходят, вот, научим, научим тому, что сами умеем, ну и если считают, то, что могут повлиять, изменить наш институт к лучшему, ну, ради бога. Ну что ж, спасибо вам большое. Желаю успехов нашей якутской науке, нашей российской науке в целом. С профессиональным вас Праздником, наступающим Днем праздником. российской науки. С Днем российской науки. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.